Так. Бля, тут лайн просто пиздец. Слиперс тебе не надо никогда на Урсе покупать, должен покупать 2 ветки Ферик, потому что ты на Урсе никогда не апаешь ничего, ну, бенды не покупаешь никакие, потому что это тебе не нужно. А Ферик, ну, тебе при Почему размене воду очень не много покупают? даст. Нормальная же тема, нет? Потому что, ну, бенды покупают там ради армора, ради КСа, ради статов. КС тебе не нужен, потому что у тебя Fury Swipes, а статы тебе не нужны, потому что у тебя на шестом будет Enrage, с которым ты будешь супер, ну, с которым тебя невозможно перебить. И тебе на Урсе нужно максимально в быстрый тапок выйти. Максимально. Тапок винлейс. А бенд это супер сильно замедлит, поэтому это тебе, ну, не нужно. Вот. Так, я понял, окей. И Фейрик, ну, ты же на Урсе разменяется, когда хочешь, тебе Фейрик даст вот этот вот самый размен. Ну, ну, то есть ты там, если что, чел заджукаешь. Скиллпод никогда, ну, нельзя опять же тратить. Ты первым спеллом можешь ренжа законтестить в моменте. Ты можешь первый спелл, если у вас 5x5 файт, ты можешь с первого спелла по пятерым замедление дать и урон. Поэтому, ну, согласись, на руне 5x5 ты особо не побьешь, если у тебя контроля нет нормального. Вот, но Мгм. при этом за мидлоп по пятерым 22% с длительностью 4 секунды очень много вам даст. Банальный SF сможет подойти 3 кайла челу въебать. Должен агрессивнее немного стоять, должен в 10 стоять, и Я чтобы боюсь, чел... там, блядь, дикей будет. Ну, я старался пробивать его, смотри, ну, то есть. Он Не, подходит, я ему бам, стычку. но смотри, вот в плане дикея, вот какая разница, ты стоишь здесь или ты стоишь здесь? Он и так в тебя попадет, ну, ты не должен этого, ну, Ну, бояться, это мгм. и так произойдет. А если ты стоишь здесь, то ты, ну, на челов на таком рейтинге, ты, ну, банально, чел к тебе психологически боится подойти, даже если он Да-да-да, сильнее. я уже порхал эту тему. Видишь, чел будет Да, да, подходить, я да. ему тут тычку въебываю. Ну, поэтому ты должен агрессивнее стать. Вот представь то, что ты Хускар, а это, ну, не знаю, мипарик какой-нибудь. И все, чел будет к тебе бояться, ну, подойти. У него в голове скрипт, то, что если он к тебе, ну, подходит, то он получает по лицу. Он, ну, не понимает то, что он тебе может в ответ что-то сделать. Но он этого не понимает. У чела в башке скрипт, если на него идут агрессивно стоят, то он должен, ну, бояться, все. Он, ну, жертва, можно сказать. А ты вот что-то назад отходишь, что-то там бу-бу-бу-бу, Я непонятно, же, что когда ж. его начинаю бить, у меня крипы начинают реагриться же на меня. Нет? Ну, так, Я отхожу, чтобы зареагрить пачку. так Бля, я это сейчас по ренджу хотел что ударить. смотри, у тебя стоит сколько? 5 крипов, у него 3 крипа стоит. Ну, чё ты боишься их? Ну, схавай танго и бей его дальше, и встань в них просто. В чем проблема? Должен сейчас быстро впушивать, апать левел 2 и убивать этого танго под каску и под грант. Крипов ты половину не добил из пачки. Левел 2 апнул, окей. Должен ломать вот это сейчас дерево. Ну ладно, без дерева. Ну, нормально пробил, окей. Должен этого сейчас бить. Кемп должен разбанивать вот этот и пулить на него пока, да. Вот смотрим, что ты будешь делать. Вот после этого момента у тебя, ну, две опции. Если у тебя какой-нибудь бы был сап агрессивнее по типу Туска, мог бы задавить, конечно, за этим андайнгом, но у тебя сап не такой. Поэтому должен было либо идти пулить на это, и у тебя сап должен колить. Ты, ну, можешь заколить сап, отпулить, сам будешь разбанивать, и ты успеешь ровно, ну, по таймингу, там, чтобы кем преснулся, и ты там на 2.25 отпулишь. И твой сап в это время вот сюда отпулит. Ну, даже если он отпулит, а ты разбанишь, то он отпулит, ты вот это разбанишь, здесь кем преснется, и ты отпулишь, ну, вот после того, как этот кем помрет, вот отсюда поведешь крипов вот сюда вот. Вот так вот. И ты, ну, у тебя, ну, короче, в линия встанет, ты там покачаешь много и так далее. Стик до тапка ты никогда не Подожди, то есть я не апаешь. понял, то есть я большой кэмп, если я пойду, как ты показал, он стакнется? Он резнится. Он сейчас Ну да, вбаненный. А если ты ну да, разбанишь, то я он раз... Мгм, резнится. мгм. На второй минуте он бы резнулся. Стик ты никогда не апаешь до тапка, и если у тебя линия не супер какая-то спамящая, а тут,
ну, Undying особо не спамит дикеем, ну, потому что у него возможности такой нету, то стик ты, в принципе, до фейзов не апаешь. Ну, сейчас бы тебе уже тапок летело, сейчас ты, ну, стик себе зачем-то купил, ну, нахуя, непонятно. Ты должен на Урсе максимально быстрый тапок выйти. Ты этого, ну, не делаешь, и, соответственно, тебе от этого плохо. Против Undying тебе нужно Overpower взять на третьем левеле, чтобы, ну, вот эту разбивать штучку. Ну, как можно быстрее. Шмотку себе не взешь почему-то, он у тебя курьер на базе стоит. Непонятно, зачем идешь, когда... Ну вот... Я видел, что он под этим самым, под Маледиктом хотел пробить его чуть, потому Ну что так видел, у что тебя, он, у тебя да... тапка нету, ты не... Вот, у тебя был бы тапок, ты бы его убил. Нету тапка, ну, ты его еле догоняешь. И в это время тебя, ну, вот уже Primal Beast тебя идет убивать. Ну и в целом у Primal Beast уже... Ну, ты просто, ты должен понимать, ты должен думать, в каком моменте, в каком этапе на линии вы сильнее, а в каком нету. Ну, то есть в моем понимании, у вас Power Spike это твой левел 3, раньше, чем левел 3 у них. И ты у Вич-Доктора левел 2, у тебя левел 3, у тебя тапок, и ты просто в чела запрыгиваешь, в Undying убиваешь его, разбиваешь тамбу, получаешь миллион голды, выходишь там в фейзин там на 4-й минуте. Вот, в моем понимании это так. Уже потом вы должны чуть-чуть терпеть и ждать ошибки, пока он потратит там второй-первый. Вот, и либо там Undying, если поставится жестко как-то. Все, в другой ситуации вы, ну, не агрессируете. Вот смотри, у тебя, вот смотри, вот банально, зачем ты разменишь? У тебя уже нету половины ресов, ты это видишь, ты должен это понимать. Этот фуловый, этот фуловый. Ну, что ты вот от них хочешь? Ну, вот сейчас пробьешь ты его, бедного. Очевидно, в тебя чел развернется, ну, и убьет. Это, ну, мега очевидно. Ты должен просто, ну, думать, какой у тебя на линии Power Spike, какой у них Power Spike. У них Power Spike это, ну, типа, там, DKF 2 условно, и Level 3 Primal Beast, и там с тапком, либо там, ну, с МСом каким-нибудь дополнительным, с которым они тебя убьют. И поэтому ты должен их максимально, их этот левел отсрочить, и максимально до их этого левела, ну, убить, подразъебать как-то. А как ты можешь, ну, это сделать? Опять же, пулить, опять же, ну, не позволять... Ну, вот условно, если бы вот этот кемп бы с нулевой вы не вбанили, то ты бы, когда вот эта вот пачка огромная шла к ним по тауэр, ты бы на нее взял, отпулил бы, и эта пачка бы к ним по тауэр не зашла бы, и они бы не заэкспили эту огромную пачку. Ты не должен вот такой ситуации создавать, где челов, которых ты разъебываешь, к ним по тауэр идет пачка, ну, из 20 крипов. Здесь непонятно, зачем один, но смотри, опять же. У тебя 300 хп. Ты это должен видеть. У Блин, я Undying... видел, что он... Я видел, что тип крипов месяц, У этот, блядь, что-то Undying идет тоже тоже. 300 крипов, но у него... Ой, 300 крипов. 300 хп, но у него Decay, Атамба и Primal Beast рядом с первым и вторым спеллом. Вич-доктор у тебя сзади стоит, непонятно чем занимается. Ну, это тоже, опять же, твои проблемы. Во-первых, ты ему не заколил, ну, то есть ты мог ему заколить. Во-вторых, ну, ты это видишь, что они рядом с тобой. Ну, зачем ты нападаешь, ну, непонятно. Но вот Да я нападешь думал, ты... что я сбрею его за 5 ударов, если честно. У тебя 3 удара со второго спелла, во-первых. Ну вот видишь, сейчас один удар, и он труп. Ну, ладно, Но хорошо. он не получился. Окей, неважно, труп он не труп. Вот ты считаешь, что тебе выгодно убивать Нет, Сапа, нет, нет. получать с него 200 голды, и Primal Beast лутнет с тебя 300, и ты в таверне 20 ек просидишь, а Primal Solo X с тебя лутнет. Вот у него уже, вот смотри, по нетворсу, у него, вот он, у вас сейчас равный нетворс, он сейчас тебя убьет, ну, голда еще не засчиталась. Ну, вот, все, вот засчиталось, у него 2200, у тебя 1900. Он сейчас еще вот эту пачку скипнет быстренько. Вот он быстренько скипнул. Там, ладно, он решил не скипать. Ну все, у него уже диф в 300 нетворса с тобой. И по крипам... Ну, по крипам у вас одинаково, ладно. И по левелу у вас тоже диф. Видишь, ты только 4 апнул, у него сейчас уже 5 будет. Такого, ну, не должно быть. Все, ты уже линию проиграл на этом моменте. Винлейс ты себе тоже то, что не купил, это плохо. Винлейс?
Windlace на МС, вот. А, я понял. Мгм. Все должен либо после тапка, либо после фейзов доносить, но просто чтобы бегать быстрее, догонять, убегать, там от Мгм. кемпа кемпу быстрее бегать. Стоишь дикей ловишь, не везешь себе шмотку 1000 лет. Ну, если у тебя какая-то проблема, то что ты не можешь себе шмотки вести, ну, выбираешь курьера и включаешь на нем автодоставку, и все, у тебя не будет такой проблемы. Ебать, я не знал это. Ну, лучше, ну, лучше не забывать про то, что у тебя, ну, шмотка в курьере, ну, в лавке, ну, типа, висит, а у тебя, ну, курьер АФК на базе стоит. Ты должен сам уже научиться, у тебя, как ты сам сказал, у тебя 2000 часов, ты до сих пор, ну, не научился, ну, все курьерам шмотки доносить. Такого, ну, не должно быть. Ты должен, ну, В смысле понимать. научился, блядь, да нормально. Ну, типа, чуть задержка, там, ну, Ну, секунд они 15. не должна быть такой задержки. Даже 2 секунды задержки дают, ну, понимаешь, если бы в доте вот эти пару секунд не решали, то никто бы курьеров не выводил. То никто бы там, я не знаю, смоки бы не покупал, чтобы там добежать до линии, понимаешь? В доте решает, ну, каждая доля секунды. Если ты проебал долю секунды и говоришь, а, и так пойдет, ну, то ты, ну, долбоеб просто, потому что ну, в доте решает каждая буквально секунда. Ну, вот банально. Ты себе привез фейзы, мог купить фейзы на 4-й минуте, а из-за апа стика, из-за того, что ты лишний раз разменялся, ты их купил себе на 9-й. Из-за этого у тебя левел 5, у Primal Beast Да, левел понятно. 7. Это все следствие того, то, что ты размениваешься без сапа своего, то, что ты на лоуресах идешь в фуловых челов размениваться, то, что ты себе стик, ну вот у тебя на линии стик хоть раз зарядился больше 10. Вот ты можешь вспомнить, он тебе Не, зарядился? я его спалил. Ну, потому что я без ресов был. Ну, и толку от его апа, вот можешь объяснить? Ну, я больше себя ресал, не? Ну, почему ты себе больше резнул? 15 здоровья маны, 15 здоровья маны. Чего ты себе резнул больше? У тебя стик больше 10 ни разу не зарядился. Они одинаково же устанавливают. Просто у апнутого стика зарядов больше, и все, и статов больше. Он тебе плюс 1 стат дает, и дает плюс 10 зарядов. Но у тебя больше 10 зарядов за игру ни разу не появилось. Поэтому толк тебе от этого апа стиков. Ты апаешь стик только в Бристол Бэка, в Бэтрайдера. Мгм. Там, я не знаю, ну, в чела, который у тебя прям в пачке стоит и спамит спеллами, там, какой-нибудь, я не знаю, еще одну, вот, Бристол Бэк, Бэтрайдер, МБЗевс какой-нибудь, я не знаю, через который первым спеллом стоит в пачку спамит, кто еще есть, там, Скаймак какой-нибудь, да, там, вот такие герои, то есть в них, ну, можно стикапнуть чисто в теории, там, но тоже после тапка. Ну, в Бреста и Бетика ты до тап капаешь, а вот в других героев, которые немножко спамят, ты после тап капаешь anyway. Вот, и в итоге, вот эти все твои, вот смотри, вот у тебя пару минут назад был натворс одинаковый с Брестом, даже с учетом, ну, почти одинаковый, даже с учетом того, что ты умер. Но из-за вот этой твоей, из-за твоего тупого размена, из-за того, что ты не пулишь, из-за того, что ты просто качаешь онли пачку, у вас уже диф почти в 1500 натворса. И у тебя вот на 10-й 3000 получается. Все, ты вынужден, ну, по углам что-то шариться. Крипов ты не бьешь. У тебя 38 крипов, на 11 должно быть, ну, крипов 70 уже, 60 хотя бы. Ну, вот и ты ничего сделать не можешь. Непонятно, почему ты... Ну, вот смотри. Вот ты сейчас стрейфанулся в деревья, потому что ты беста, да? Ну, вот сейчас. Вот ты стрейфанулся в деревья, потому что ты беста увидел, правильно? Ну, да. Вот смотри, во-первых, ты должен видеть слева вот здесь Андайнга. Во-первых. Мгм. Во-вторых, ну, и к нему стрейфоваться. Во-вторых, ну, ты реально думаешь, что он сейчас, ну, на первом спеле вот эти деревья, ну, не сломает все? Ну, очевидно, он все это сломает. Ну, побеги ты себе ну, по тауэр против этого героя. Побеги к себе по тауэр, там, убей этого андайнга, и если чё, к тебе, ну, сюда на помощь прилетят, либо, ну, банально у тебя регена будет больше, и вот здесь ты тоже в кустах поманчишь. Вот еще там вот здесь вот проход есть. Здесь Рубин бухал спиздил, ладно.
Ну и все, дальше я что-то качаюсь как-то. Уже в топ полетел. Непонятно, зачем тауэр бьешь, когда, ну, давай твоими глазами посмотрим. Ну, смотри, ты бьешь тавер, ну, ты идешь тавер, ты видишь на мапе только Рубика, Андайнга, остальных трех героев не видишь. Если их прокликать, то у одного ТП, у второго ТП, и, ну, у третьего у третьего нет ТП, окей, и, ну, может, он себе его привезет, может, он где-то тут. Вот ты бьешь тавер, ну, банально, тут просто бист, джаггернаут тэпается, ты умираешь. И у Рубика, ну, у Рубика нету ТП, у Андайнга тоже есть ТП. Ну, он на вижне, но у него ТП есть. Зачем вот так вот по таверам стоять? Все, тебя отсюда прогнали, ты потерял кучу времени. У тебя сейчас еще они могут виздом какой-нибудь отжать. Вот. Но они не стали. Поэтому ты, ну, толкнул пачку, вместо того, чтобы бить тавер, ну, там, иди вот это покачай. Если уже закачано, то, ну, побеги сюда покачайся. У тебя выбора нету другого, ты нищий. Сюда ты пойти не можешь, потому что ты нищий. Ну, просто из-за того, что ты... Вот это вот то, что вот тебя давит, это просто, опять же, следствие того, то, что ты пошел бить тавер, привлек к себе внимание, позволил врагам запушить вот так вот настолько пачку, и все, это вот все. Это ни твоя команда не доиграла, ни враги слишком скилловые. Это все, потому что ты их сам стянул на себя. Вот это все произошло чисто из-за, ну, из-за твоего мува. Это все следствие твоего мува. Если бы ты, ну, банально, ладно, тебе может сюда впадло убежать по какой-то причине, ну, просто постой в кустах, или бы там вот это не было закачано точно. Покачай вот это, подожди, пока пачка вот сюда встанет. Либо пока пачка вот сюда вот встанет, там, куда угодно. Так, здесь что, ты резнулся? Тэпку вот сюда никогда нельзя тратить, потому что, ну, вот тэпнуться вот сюда 3 секунды и побежать вот сюда 5 секунд, это, ну, эквивалент от тому, то, что ты с базы Точно, я нажмешь понял. первый спелл, на фейзах вот сюда добежишь. И при этом у тебя тэпка будет, если у тебя вот здесь команда пойдет под эфир, под жесткий блэкхол плюс реквием какой-нибудь, да, и ты сюда там тэпнешься, пару фрагов спиздишь условно себе. Вот, поэтому тэпку на такой минуте никак... Ты можешь тэпку потратить только если у тебя под вышкой умирает пачка там из... Ну, тройная пачка какая-нибудь. В таком случае ты можешь тэпку потратить. В любой другой ситуации ты тэпку не тратишь. Ну, или если тебе условно, ну, там, файт какой-то, в который тебе выгодно пролететь. Здесь... У бедного СФ по пачке пиздишь, он мог бы, типа, не на базу в тупо убежать, а сначала закачать эти 2 кемпа и потом побежать на базу. Ты у него эту возможность забрал, хотя ты мог пойти вот это качнуть, вот это и выйти на пачку. Без проблем, потому что 3 героя в таверне. А ты взял у него, ну, спиздил 2 кемпа, от этого у тебя ломается тайминг, ты сейчас закачаешь это, а пачка уже вот это по таурам сдохнет. Ты сам себе поломал тайминг, и еще СФу заруинил 2 кемпа. Вот, ну, вот сейчас, смотри, вот. Умирает, ну, как я и сказал, вот этот кемп умирает, а тут уже пачка по таурам тройная сдохла, и таур у тебя упал. Это стоило вот эти 2 кемпа того? Конечно. Вот. Конечно. Аля. Да, нет, конечно, не стоило. Ну, типа... Мне послышалось, что ты сказал, конечно. Не-не, нет, конечно. Все, ну вот сейчас 3 героя опять же в таверне. Должен добивать крипа и бить тавер этот. Уже вот сейчас можно, окей. Но только ты должен был не в тупую бить тавер, а нажать второй спелл и за тавер вот эту пачку скипнуть инста. Нажал второй спелл, вместо того, чтобы тратить эти тычки в тавер, Я понял. должен был скипнуть эту пачку, и там уже потом бить тавер с ручки. Потом бы чел начал резаться, побежал бы влево к команде. Либо команда бы к тебе подбежала. Либо можно было там побежать вниз, качнуть это. И гейт нажать условно. Вот, а ты этого, ну, опять же, не делаешь. Знаешь, что к тебе бегут, должен в гейт идти, но вроде это и делаешь. Тауэр я бы на твоем месте не ломал, потому что они, А я ну... помню этот момент, я помню, я же видел, что они там ТП вжали, чтобы не отдефать на Т1, я поэтому пошел наверх. Не то, что ТП, они
просто, я бы, короче, на твоем месте после гейта бы направо просто побежал, чтобы они подумали, то, что ты съебался сюда-нибудь куда. Ой, куда-нибудь сюда. А ты, типа, их в лес качаешь. Вот это. Вот. Ну, блин, вот сюда прям заходить не надо, конечно. Ты должен был, типа, качать это. Смотреть за ситуацией на карте, чтобы они там бот, условно, дальше скипали и думали то, что ты, не тут уже. Вот. Они бы ушли, и ты бы там уже добил эту вышку и что-нибудь бы сделал прикольно. А ты, пошел... Тут анлаг. Пошел и опять же сам сюда своими действиями стянул сюда героев. Хотя ты мог не показываться, покачать этот кемп. Не показался бы, они бы в боте остались бы условно. Либо бы не искали бы тебя так усердно. Ладно, они бы тебя, может, усердно искали бы, но они бы как минимум не знали бы, где ты вниз побежал, вот сюда, вот сюда, или у них в лесу остался. У них об этом инфы бы не было просто. То есть вот сейчас вот ты должен. Вот сюда ты не должен находить, как я до этого сказал. Качнул этот кемп и должен был на пачку уходить. У тебя пачка об воздух умерла. Сейчас вот эта пачка тоже половина об воздух умрет. Из-за того, что ты вот сюда вот пошел качаться. У тебя вот уже 2 пачки об воздух сдохло, хотя ты всех врагов на карте видишь. Пачки никогда не должны об воздух умирать. Ты должен, так или иначе, пачки забирать как-то. Блинк непонятно, зачем в бедного челика нажал. У него 1 хп. Ты на первом спеле бы до него добрался бы. Да, и реально. блинкнулся бы уже в Байна, в Беста какого-нибудь. Вот. А так, вот видишь, ты потратил блинк, и в итоге твоя команда не смогла этого Беста пробить с Байном. И в итоге файт перевернулся, не вашу... Ну ладно. Получилось у вас добить, но вы чуть не сдохли все из-за твоего мува. Я на драку прилетел, я думал, что мы... по-моему, подцепили. Не помню. Тамбу не пошел бить под этим... Под оверпауэром. Тамба стоит, вам всем хуёво. Тамба все еще стоит. Тамба все еще. Бедный Тайт ее даже убить не успел, и все. Файт проигран. Да, блять, надо было тамбу реально. Ты вот, под этим оверпауэром бы эту тамбу с Тайдом, за секунду убил бы, и дальше вы бы продолжили драться. Даже, знаешь, в каких-то ситуациях, может быть, тамбу реально, не очень бить, лучше в кого-то вберстить. Здесь это не так, потому что, вот этого чела ты не вберстишь с... да, они все жирные, пиздец. Да, но в каких-то ситуациях реально, тамбу нужно 2-м номером забирать, но челы, они не анализируют, они просто, у них в башке есть тамба, значит, нужно ее убить. Поэтому ты банально должен, чтобы они вот этой хуйней не занимались, должен им помочь тамбу разбить. Чтобы они переключились на какой-то таргет, они стояли, вот АФК тамбу били до смерти. То есть, вот видишь, он даже гаш ни в кого не кидает, он просто, не знаю, как зомби сидит и эту тамбу ебашит. Вот, поэтому ты должен, банально команде помочь тамбу разбить быстро, чтобы они, переключились на полезный таргет. Так, давай переключимся куда-нибудь. Опять какой-то файт. Давай твоими глазами. Ты знаешь, что там героя на варда у вас нету, то есть уже драться тут нельзя. Должен просто блинковаться вот на этот кемп, качать его, и там вот сюда, Я помню этот момент тоже очень хорошо. Я видел, что сверху команда пушит Т2, я подумал, что они стянутся дефать, а тут один какой-нибудь саппортик бедный останется. Нет, я его тут жестко поймаю на ошибке. Они же еще тавер даже не... Смотри, во-первых, у тебя тут нету варда. Во-вторых, у них тут есть вард, скорее всего. В-третьих, у тебя еще команда даже тавры начала бить, а ты уже к ним прыгаешь. Ты еще ни одного героя не увидел. Они пошли сюда, не пошли. Еще непонятно, зачем ты здесь БКБ купил. Потому что там, раз БКБ контроль, 2 БКБ контроль. И Рубик пиздит, у вас был холпа, когда это 3 БКБ контроль. Тебе надо было, в Блэкхоле так анимный... Урон меньше будет.
Нет? Причем тут урон? Ты, Ну, если при ты том, что купишь мне... Аганим, тебя просто, ну, не застанет. Понимаешь? Подожди, то есть я с Аганимом смогу нажать рейдж в бэкхолле? Не, я же сказал, в Блхоль не сможешь, но в ульте Байна и в ульте Беста сможешь. Ебать. Я же тебе до этого еще говорил. Да, да, ну видишь, ну как. А так видишь, ты морбитку хуй пойми зачем купил. Да, да, это я понял, нужно было убавить. Башер норм, БКБ говно. Ну, типа, должен был Мгм. покупать просто БФ Блинк, там, Аганим, Башер, там, МКБ условно. Вот. Да. А так у тебя сейчас, ну, ничего нету просто. Ну, все, вот чисто из-за этого же игра проиграна. Но мы выиграли в итоге. Ну, нихуй пойми, как вы ее выиграли, там вас, ну, должны убить просто нахуй. Так, Я там летал нормально. В конце уже. Вот. Ладно, Тём, я понял. так. Но, Давай бля, финальный как мне билд апнуть? посмотрим. Как мне ПТС апнуть на этой хуйне? Ну, ты вот просто должен вот эти все лишние действия убрать, все лишние размены убрать, все вот эти лишние, о, блин, вдруг там сапик окажется. Ты не должен думать, а вдруг что-то произойдет. Ты должен выбирать всегда стопроцентный мув. Ну, то есть, норм, если вдруг что-то произойдет, это если вдруг ща чел пойдет на вторую пачку, и я его убью там. Вот это норм мув вдруг, потому что если вдруг этого не произойдет, то ты просто, ну, сломаешь пачку и ничего не потеряешь. А вот мув, а вдруг там один сапик останется, хотя первые всегда улетают сапы, а один кор зачастую остается, который, ну, хочет там в размен Т3 разъебать и только потом тэпнуться. Вот. Ну, таких мув не должно быть. То есть у тебя может быть мув, то есть вдруг я убью чела, если нет, то, ну, ничего не произойдет. А мув, где вдруг я убью чела, а если пойдет не так, как я хочу, я умру, как уебище, то такого, ну, такой мув не должен делаться. Мув под предлогом вдруг должен делаться только если, ну, типа, и ты и в той ситуации вин-вин, то есть, вот, по голде, по XP и т.д. и т.п. Вот. Финальный билд. Аганима у тебя до сих пор нету против такого Да-да-да, это угар. драфта. Я знаешь, что решил? Я решил, у нас был финальный файт, я такой думаю, бля, я если покупаю Агани, мне не хватает на байбек. А файт финальный, типа, либо мы Так ты въебываем, должен либо они вместо проебывают. Сатаника покупать, вместо Абиссала можешь купить. Вместо того, чтобы апать Абиссал, можешь А Бисл купить... уже вообще имба тут нет? Ну, вместо... Ну, почему имба? У тебя контроль... Ну, у тебя контроля предостаточно. У тебя SF ульт, у тебя Enigma Black Hole, у тебя Тайт Равага. У тебя здесь контроля, и так хоть жопу и жуй. Тебе этот Абиссал нахуй, ну, Но эти быстро и не нужен. двое дурачков на Праймале, на зомби, они жирненькие, они убегают периодически, их нужно подстанить жестко. Каст, когда У кастуют, тебя хуесосы народ жестко летает. подстанется с Блэкхолом, он за Блэкхолом умрет. У тебя жестко подстанется Равага, он за Равагу умрет. Если что, ты обычным башером, ну, продлишь, скорее всего, просто. Тебе именно Бисл брать нахуй не нужно. Фастовый. Вперед Аганима. Ну, банально, ты должен был брать Абиссал при условии того, что ты не покупаешь БКБ и делаешь себе Аганим просто. Вот, тогда, ну да, Абиссал норм, но из-за того, что ты взял БКБ себе, то ты должен сначала взять Аганим, а потом уже вбилдить себе Абиссал. И только потом уже апнуть этот ебаный блинк, и, ну, и потом что-нибудь там еще. И только потом там Еще сатаник Муншарт. условно брать. А? Муншарт сейчас схавал. Да, ну, нахуя вот тебе Муншар, если ты без Агана, ну, типа. Зачем тебе, в Да я говорю, принципе, там такой Муншар файт на был, Урсе? что мне не хватало. Зачем тебе, в принципе, Муншар на Урсе, если у тебя со вторым спеллом, ну, атак спид миллиард? Ну, купи себе рефрешер какой-нибудь, чтобы 2 БКБ было. Купи себе, там, я не знаю, что-нибудь, ну, на бай оставь или что-нибудь полезное купить для команды. Ну, не знаю, вот этого чела, чтобы пробивать, что-то купи, там. Рапиру себе въебашь просто какой-нибудь. Я понял, Тём. Вот. Ну, чё. И, то есть, ну, вот, сейчас. То есть Урса, там, Бэйн и Праймал. Бипс.
Вот, покупаю себе ган, у меня Бэйн прыгает, тратит кнопку, бам, нету кнопки. В меня прыгает Бист, тратит кнопку, бам, нету кнопки. В меня, я там, не знаю... Тайтхантер с Раваги прыгает. Бам, ой, КД Равага. Бам, нету Раваги. Все, всех убил. Ты БКБ на Урса покупаешь только в том случае, если там, ну, хиксы всякие, то есть, условный Леон какой-нибудь, да, там. Либо Шаман, я понял, да. Леон, Шаман, Шейкер, где куча станов, прям их миллиард. А если там Так 3 шейкер, стана... кстати, шейкер доходит, там же сквозь БКБ стал. Нет, там не сквозь БКБ. Разве тут у шейкера тотем не сквозь БКБ станет? Тотем у него, в принципе, не станет. У него авторшок станет. Не, ну вот когда вот эту тычку кастует жесткую своим вторым спеллом, там же подстан есть вроде, нет? Авторшок станет, я же тебе говорю, вот смотри, бесконечная мана. С шейкера второй Так. спел вкачан. Бам, 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 бам. Нету стана. Вкачал третий спел, бам, есть стан. А, ебать. Нажал БКБ, нету стана. Вот. Ты типа в шейкер можешь взять БКБ, чтобы он тебя, ну, микростанами своими, ну, не заебывал. А фиссура станет в БКБ? Нет, не станет у него ничего в БКБ, я же сказал. А, ебать, то есть и фиссура, и второй спелл станут с третьего. Все, я понял. Не, фиссура и так станет. Но у нее, она там, по-моему, больше станет. Они стакаются Aftershock плюс этот. Вот там идет стан от Aftershock и... А, или они одновременно. Ну, похуй, короче. Они стакаются вроде. Не похуй, нажми БКБ, пожалуйста, на все и дай фиссуру. Там, ну, зачем? Тут не написано же то, что нету, не сквозь восприимчивость к магии. Угу. Я же тебе говорю, я тебе сразу сказал, у него все не сквозь БКБ. Все, понял. Поэтому ты, ну, то есть у него микростаны, ты можешь взять себе БКБ, там, в Леона, Шамана, там, вот всякую в такую хуйню, либо там в БМ на Леге, условно, там куча блейдмейлов или что-нибудь такое, ты можешь взять себе БКБ. Если там 3 стана и все они сквозь БКБ, то, ну, тебе это БКБ нахуй не нужно. То есть против Магнуса Понял. тоже у него... Ой, сейчас. Магнус. Сейчас удалю кого-нибудь. Вот Магнус, вот РП. Нажимает он РП, бам, все, нет. Нажмешь ты БКБ, бам, ты в стане. Нажмешь ты БКБ против Бэйна, бам, ты в стане. Нажмешь БКБ против Беста, бам, ты в стане. Пиздец, я понял, сколько это хуёвая шмотка. Вот так вот, короче. Все, больше не осталось у тебя вопросов тогда? Не, Тём, красавчик. Ну, до выходных, чем.